Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в выпуске подарки накануне Дня знаний, благотворительная акция в Республиканском реабилитационном центре. Выжить после ядовитых укусов. История одного удивительного спасения. Молодая Абхазия 2015 в Кадорском ущелье завершился военно-полевой патриотический лагерь. Последний день уходящего лета подопечные Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья провели в компании аниматоров. Благотворительную акцию для детей организовала компания «Амобайл». Помимо незабываемых эмоций, детки получили в подарок школьные принадлежности и ортопедические ранцы. Репортаж Симы Аргун. Детей, нуждающихся в помощи коррекционных учреждений, принято называть особенными, поскольку они требуют большего внимания. Имея статус инвалида, как правило, им трудно адаптироваться к жизни в обществе. Но практика показывает, что если ребенку вовремя оказать соответствующую помощь, многих проблем можно избежать. Необходимую поддержку наряду с родительской любовью оказывают реабилитационные центры для детей с ограниченными физическими возможностями. Мне иногда, знаете, кажется, что 31 августа у всех родителей двоякое такое настроение. Кто-то со слезами дома сидит, смотрит в окошечко, может быть, он никогда его ребенок не пойдет. Но когда вот такие акции проводятся, воодушевленное должно быть у них настроение, чтобы они видели, что не они одни дома. Есть такие же детки, плохо говорящие, плохо слышащие, плохо ходящие, возможно, но они должны посещать школу. Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья работает не так давно. Сегодня его подопечными являются около 50 детей со всех районов Абхазии. Большинство из них пойдут в обычные общеобразовательные учреждения, сядут за парты с обычными школьниками. И чтобы процесс адаптации прошел успешно, их необходимо поддерживать и готовить к такой жизни. Пусть это будет общеобразовательная обычная школа, пусть это будет вспомогательная, но дети должны выходить из-со своих 4 стен. Мама должна видеть, что она не одна, что таких мам много. И мы вот в нашем центре стараемся таким деткам помочь. У нас, я считаю, что на должном уровне уже реабилитация, физическая реабилитация, педагогическая, социальная реабилитация у нас проходит. Компания «Амобайл» в преддверии Дня знаний решила организовать праздник для особых детей. Двухчасовое шоу аниматоров заворожило ребят. Веселая музыка, мыльные пузыри, различные конкурсы. И, конечно же, самое главное – вручение подарков. Ортопедические ранцы и канцелярские принадлежности обрадовали и детей, и их родителей. К сожалению, на праздник попали не все ребята. Многим трудно добираться из районов, но подарки обязательно их дождутся. Для нас было очень важно не просто подарить какой-то подарок этим детям, какую-то школьную принадлежность. Для нас было важно устроить им такой небольшой праздник, чтобы они почувствовали вот эту теплоту, чтобы они почувствовали любовь к школе. Это очень важно. В этом центре педагоги прививают им с самого начала. Большая часть этих детей пойдут в школу, в обычную школу, им придется общаться со своими сверстниками. И вот эта адаптация, она очень важна. Для нас это очень ценно. Для нас это вообще, наверное, самая главная задача, которую мы перед собой ставим. Чтобы эти дети чувствовали себя реально полноценными в нашем обществе. Но и дети тщательно готовились к мероприятию. Для гостей звучали стихотворения. Из-за нее страдать. Святая доля. Здесь ждут защитников страны, а главного Артема Владислава. Тимофею 10 лет. Диагноз – детский церебральный паралич. Сегодня его глаза наполнены радостью. А значит, праздник удался. Мне понравилась музыка. Тебе весело сегодня? Да. Представляю всех детей, всех деревья. Мама Тимофея не отчаивается и старается сделать жизнь ребенка разнообразнее. Это помогает сыну интегрироваться в общество, поднимает его настроение. А улыбка ребенка – вдохновение для любой матери, говорит Екатерина. Праздники нашим детям очень нужны, конечно. Они очень любят всякие мероприятия, потому что не так много и не так часто проводится и уделяется времени нашим детям. А они, как и все дети, в принципе, любят праздник. Особенный ребенок не должен чувствовать свою особенность. Он должен знать, что он полноправный член общества. И самое главное – дать почувствовать это не только детям, но и их родителям. Сима Аргун, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение.
Хорошая новость для любителей спорта. Асланбек Гварами одержал победу в чемпионате мира по вольной борьбе среди юношей. Чемпионат проходил в Сараево. В весе до 76 килограммов абхазский спортсмен Асланбек Гварами, представляющий сборную России, одержал победу над болгарским борцом Иваном Стефановым и завоевал титул чемпионата мира в этой весовой категории. Премьер-министр Абхазии Артур Мекваби поздравил Асланбека Гварами с победой в чемпионате мира и пожелал юному абхазскому спортсмену дальнейших спортивных достижений, достойных соперников, удачи на мировых и континентальных соревнованиях. 30 августа – Международный день пропавших без вести. 4-й год эту печальную дату отмечают и в нашей стране. Всего за период грузино-абхазской войны без вести пропали около 168 человек. 36 из них уже опознаны. Поиск пропавших без вести, идентификация останков продолжается при содействии МККК. Каждый год в этот день представители движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» и родственники пропавших без вести приходят в парк боевой славы, где погребены неопознанные останки бойцов, погибших во время войны. Памятник пропавшим без вести установлен на площади у Абхазского драматического театра. Фонтанчик с живой струящейся водой издали напоминает свечу. Автор монумента Архип Лабахо вложил в него еще одну идею. Каждый, кто подходит к фонтану испить воды, кланяется. Таким образом отдают дань памяти тем, кто без вести пропал. Во время Отечественной войны народа Абхазии 168 человек бесследно исчезли. В парке боевой славы были погребены неопознанные останки бойцов, погибших во время войны. Несмотря на то, что 20 с лишним лет прошло после окончания войны, родственники без вести пропавших воинов не перестают надеяться на чудо. Надежда не покидала никогда. О том, что он жив, не знаю. Сердце мое подсказывает. Я рада, конечно, за тех родителей, родственников, братьев, сестер, которые обрели своих детей вот именно здесь, то есть останки их опознаны, есть куда прийти. Я надеюсь все-таки, что мой сыночек где-то должен объявиться. Может, кто-то держит его где-то в плену. В 2013 году при поддержке Международного комитета Красного Креста в Загребе была начата идентификационная экспертиза. За 2 года были опознаны останки 36 человек, погребенных в парке славы. Большинство из них бойцы батальона «Горец», погибшие в сбитом вертолете на горе Ахбюк в июле 1993 года. На данный момент мы занимаемся поиском возможных мест захоронений для проведения эксгумационных работ. Этих захоронений очень много таких по республике. Как только у нас появляется информация, мы сразу же проводим обследование этого места с привлечением аргентинских специалистов для проведения эксгумационных работ на данных местах. Работа комиссии по поиску пропавших без вести будет продолжаться в непосредственном контакте с властями Абхазии. Кроме того, дважды в год проходят переговоры в рамках двустороннего координационного механизма под эгидой Международного Красного Креста. Наала Мукба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Абхазская литература понесла тяжелую утрату. В Сухуми в 1984 году жизни скончался народный писатель Абхазии Шалудия Аджинжал. Шалудия Аджинжал – автор 28 книг. Это романы, повести, рассказы, пьесы. По его сценариям на киностудии «Мосфильм» сняты 2 художественных фильма «Колокол священной кузни» и «В ночь на новолуние». По его пьесам поставлены спектакли в Абхазском государственном драматическом театре. Шалудия Аджинжал – лауреат премии имени Дмитрия Гулия, лауреат международной премии имени Маяковского, член Международного писательского сообщества, заслуженный работник культуры республики, член Общественной палаты Абхазии. 2 сентября Приднестровская Молдавская Республика отметит 22-ю годовщину со дня своего образования. В Абхазии к этому дню запланирован ряд мероприятий. Выставка фотографий, открывшаяся сегодня в Очимчире, одной из них. Она организована администрацией района. На снимках, а их более 80, изображен город Бендеры. Кстати, города Бендеры и Очимчира побратимы. Договор о побратимстве и партнерских отношениях между городами был подписан в сентябре 2009 года. Тематика разная. Там вошли и город сам, и столица, и природа, и храмы. Все, чем сегодня занято население Приднестровья. И подобного рода выставки, они способствуют более укреплению связей дружеских как среди молодежи, так и среди взрослого населения.
Спасенный от смертельного яда шерстня 23-летний Наур Гарзоля до сих пор не верит в происшедшее. Это спасительница фельдшер амбулаторного пункта села Тхина Нона Кархалава. Об этом случае местные жители говорят как о чуде. Асида Амалия расскажет подробности чудесного спасения. Утомившийся от работы 23-летний Наур Гарзоля прислонился к деревянному амбару. Он и подумать не мог, что в нем может таиться опасность. Гнездо шершня оказалось прямо над ним. Насекомые, почувствовав опасность, проявили агрессию. В результате 9 ядовитых укусов. Мать Наура, Мадонна Ахуба, вспоминает происшедшее как страшный сон. Науру стало плохо практически сразу. Он был не способен передвигаться самостоятельно. От укусов пораженные участки тела будто окаменели. Была и временная потеря зрения. Доврачебную помощь оказала соседка Димона Амичба, благодаря которой молодой человек смог снова задышать. Спасти Наура от верной гибели удалось с помощью медицинских препаратов. Да я находился в селе Члово. Эта сестра вот здесь находится, в Тхинах, у них дом там. Они орех собирали. И случилось, что она позвонила, сказала, что оса укусила. Сколько штук, я спрашиваю. Она 9 штук, говорит. Это очень опасно вообще-то. Если он аллергичный был, он и выжил бы. И я приехал, чем я смог бы помочь. И единственное, то, что я хочу благодарность или спасибо сказать, в общем, медсестре этого села Джульетта Кархалава, которая, в общем, помогла спасти ребенка. Фельдшер медпункта администрации села Тхина Нона Кархалава сделала все возможное, чтобы остановить аллергическую реакцию организма Наура. За жизнь молодого человека боролись около часа. В тяжелом состоянии ребенок был без сознания, почти без сознания. И болевой шок. Давление вообще не ощущалось. И сердцебиение. Да. Местные жители называют фельдшера спасительницей. Именно к ней обращаются за первой медицинской помощью. Нона Кархалава уже 10 лет работает в амбулаторном пункте села. Выделяемых средств не всегда достаточно для приобретения всех необходимых препаратов. Часто Нона на свои собственные средства докупает лекарства, а зарплата медиков, как известно, невысокая. И все же Нона не жалеет и последнего рубля, ни последних препаратов, чтобы помочь нуждающимся в медицинской помощи. Несмотря на то, что и нет возможности или там не получим ничего, несмотря на это, я не могу, я должна оказать помощь. По словам Ноны Кархалава, за это лето от укусов шершней пострадало уже около 7 человек, а в прошлом году 3 жителей села ужалили змеи. К счастью, обошлось без жертв. Многим известно, что укус одного шершня весьма опасен, даже смертелен. Яд вызывает анафилактический шок, сильные отеки и боли поврежденных тканей. Поэтому каждому из нас, находясь на лоне природы, нужно быть бдительным. И не всегда поблизости может оказаться тот самый спаситель, который поможет вернуть к жизни. Асида Амалия, Эльдар Дамиров, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Молодая Абхазия 2015 военно-полевой патриотический лагерь с таким названием завершил свою работу. В течение 9 дней 80 молодых людей прошли ускоренный курс молодого бойца, ознакомились с армейской жизнью и получили уникальную возможность на практике использовать различные виды вооружения. С ребятами вели работу опытные военные инструкторы Министерства обороны. О том, как проходила подготовка молодых бойцов, в материале Ренаты Шакая. Подъем в 7 утра, зарядка, завтрак, а далее занятия по взводам. Каждый новый день не похож на предыдущий. Физическая нагрузка сменяется умственной работой. Семинары по истории Абхазии и дискуссионная форма их проведения кандидатам исторических наук Русланом Барцыц не могли оставить равнодушными участников лагеря. Занятия занятиями, но обед по расписанию. Тут и наряд, как полагается в армии, и повар высшей категории. По-домашнему вкусно, будто и не уезжали надолго из дома, говорят ребята. Как известно, голодный воин не воин. Пацаны, как завтрак? Подкрепившись, участники лагеря начинали проверять себя на прочность. В этом им помогали и приезжие инструкторы по веревочному курсу. Кого нервы подвели, кто мужественно преодолел все этапы. Но проверку на прочность проходили все. А это вытягивай вверх. Да, все, догадался.
Давай. Вот так вот стой. Стоп. Устраивай веревку вверх. Каждый вечер проходил патриотический час, в рамках которого участники лагеря смотрели документальные фильмы о грузино-абхазской войне, о Владиславе Григорьевиче Ардзембо, о добровольцах. За время проведения лагеря в гостях не раз побывал председатель Государственного комитета страны по молодежной политике Аля Савицба. Также на открытие приезжал советник руководителя Российского федерального агентства по делам молодежи Алексей Любцов, который отметил важность проведения такого проекта. По словам организаторов, программу лагеря удалось реализовать на все 100%. Рената Шакая, Абхазское телевидение. Министр по курортам и туризму Автандил Гарский примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу, 4 сентября. В прямом эфире министр ответит на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.министру@gmail.com. Кроме того, каждый четверг с 6 до 7 вечера у колоннады на набережной Махаджира в Сухуми вы можете записать свой видео «Вопрос министру». Итак, в эту пятницу, 4 сентября, гость студии министра по курортам и туризму Автандил Гарский. Пишите и записывайте интересующие вас вопросы. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 66 рублей 72 копейки, евро 74 рубля 85 копеек. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 18-20, днем 27-29 градусов. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.